каждое открытие печки это вот такой, как сказать, да, один из самых интересных и важных моментов вообще в нашей работе. Когда стал заниматься керамикой, ну, сама по себе эта работа, ну, привлекает, да, вот стал, занимался, и какой-то определенной направленности там, да, у меня абсолютно не было. То есть вот что получалось, то и делал, да, то есть то, что людям нравилось там из какой-то сувенирной продукции. После того, как уже освоил я глину, да, то есть технологию приготовления глины, да, то есть формовка изделий керамических, да, то есть когда это все у меня уже стало получаться, прошел это какой-то период, да, жизни, встретился с такими удивительными людьми, как Мамут Ага Чурла и Рустем Скибин. После нашей встречи, уже после общения с Мамут Ага, у меня направленность в моей работе поменялась, и вот она стала уже более, скажем, сфокусирована, да, именно на крымско-татарской культуре. И когда уже столкнулся с крымско-татарской культурой именно в керамике, орнаментологии, да, то есть крымско-татарский орнамент, значение символов этих, да, то есть какой символ что означает, я вообще стал поражаться, да, насколько это оказывается глубоко, интересно, удивительно. Вот, и после этого стал уже работать в этом направлении. Занятие керамикой – это основной род, да, моей деятельности вообще. То есть я могу часами, да, то есть днями иной раз сидеть, работать. То есть бывало такое, что и до утра мог не вставать, да, с гончарного круга. Вот сел и начинаешь работать, работаешь, что-то получается, не получается. То есть по этим она меня притягивает к себе. Вот, и очень интересные моменты вообще в этой работе, да, то есть то, что мне очень нравится, это экспериментировать. Вот постоянные какие-то эксперименты, да, постоянно что-то новое мне надо, вот это надо попробовать, вот это надо попробовать, вот этим надо заняться, да, то есть вот это вот сегодня кувшин надо вот такой сделать, вот так его надо покрасить, да, по-новому как-то это можно сделать, а можно какую-то новую технику применить. Результат этого эксперимента виден после обжигов. Что же у нас получилось сегодня? Это вот новую глазурь экспериментировал. Хочется открыть мастерскую, которую могли бы там дети посещать. Да, то есть пробовать учиться, знания попытаться передать, те, которые накопил, да, за вот эти 15 лет своей работы. Хайя аля аль-фалах. В мечети жил около 8 лет. Попал в тяжелейшую ситуацию, и именно благодаря тому, что я в этой ситуации оказался, у меня получилась переоценка вообще ценностей, да, то есть я ближе стал знакомиться с исламом, то есть изучать, и как бы нашел в этом успокоение, да, то есть приобрел то счастье, которое вот, ну, в принципе, каждый человек в жизни ищет, да, то есть счастье именно в этом заключается. Религия занимает самое первое место в моей жизни, да, то есть почему? Есть такое выражение, говорит человек, ну, самые главные две вещи в жизни человека, да, это его рождение, и второе это то, когда он понял, зачем он родился, да, то есть после того, как я понял, зачем я родился,
Да, это все благодаря тому, что я как бы стал изучать ислам и нашел ответы на этот вопрос именно вот в Коране. У меня 5 детей, и каждому из них нужно уделить какое-то время. Каждому нужен персональный какой-то подход. Почему? Потому что дети все разные, у каждого свой характер, у каждого свои взгляды какие-то, да, желания какие-то свои. Поэтому на самом деле детей воспитать это очень нелегко. Классно, да, когда много детей, когда вот дети там разъедутся куда-то в гости, ну, скучно в доме становится, тихо, как-то вот некомфортно себя чувствуешь. Когда много детей, альхамдулилля, постоянно весело, шумно. Старый Крым на самом деле такое уникальное место. Когда мы приехали в Крым, да, мы объездили, можно сказать, с родителями весь Крым. Почему-то Старый Крым настолько глубоко в мое сердце залег. Счастливым меня делает, когда в нашем народе, у нас на родине все хорошо и спокойно.